В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Камши Кшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Депутаты приняли проект госбюджета в первом чтении. Репортаж заседания Народного собрания. К юбилею художника в Сухуме проходят мероприятия к 150-летию со дня рождения Александра Чачба. Башня без часов ненадолго. Столичные куранты на ремонте. Проект государственного бюджета на 2018 год приняли в первом чтении депутаты Народного собрания на очередном заседании сессии парламента, которая состоялась сегодня. В первом чтении также приняты законопроекты о бюджетах 6 фондов. Открывая заседание сессии парламента, спикер Валерий Кварча выразил надежду, что проект государственного бюджета будет принят в первом чтении, так как накануне в парламенте состоялось подробное обсуждение законопроекта. Проект поступил в парламент 17 ноября. С тех пор практически ежедневно в парламенте происходит обсуждение данного проекта. Вполне было достаточно, чтобы комитет рассмотрел и предложил его принять в первом чтении или отказать. Вице-премьер-министр финансов Дмитрий Сериков подробно рассказал о статьях доходов и расходов главного финансового документа страны. Министр подчеркнул, что с момента представления бюджета была проведена огромная работа. Каждая цифра была обсуждена и проработана. Общий объем бюджета по доходам на 2018 год составляет 9 миллиардов 501 миллион 746 тысяч рублей. И по расходам 9 миллиардов 602 миллиона 157 тысяч. Таким образом, бюджет дефицитный. Источником финансирования дефицита, это порядка 100 миллионов рублей, обозначены кредиты Национального банка, а также возврат бюджетных кредитов, предоставленных ранее юридическим и физическим лицам за предыдущие 10-12 лет. Государственный бюджет Республики Абхазия на 2018 год изменяется относительно 2017 года на 656 миллионов рублей. При этом собственные доходы сокращаются на 232 миллиона рублей. Собственные доходы государственного бюджета в 2018 году планируются на уровне 5 миллиардов 209 миллионов и 60 миллионов рублей. Безвозмездная помощь со стороны Российской Федерации планируется на уровне 4 миллиардов 292 миллионов рублей и сокращается относительно 2017 года на 424,6 миллионов рублей. При этом из 4 миллиардов 292 миллионов рублей 1 миллиард 620 миллионов составляет инвестиционная программа и 2 миллиарда 670 миллионов рублей составляет текущее финансирование. Основные параметры республиканского бюджета. Доходы планируются на уровне 7 миллиардов 432 миллионов рублей, расходы на уровне 7 миллиардов 527 миллионов рублей. Дефицит республиканского бюджета составляет 95 миллионов рублей. А напомню еще раз, что государственного бюджета 100 миллионов. Помимо дефицита республиканского бюджета также планируется дефицит в размере порядка 5 миллионов рублей по бюджету Сухумского района. В бюджете Республики Абхазия на 2018 год планируется направить за счет источника финансирования бюджета 76 миллионов рублей на покрытие основной суммы двух наших кредитов перед Российской Федерацией, а на обслуживание процентов по этим двум кредитам планируется направить 41,2 миллионов рублей. По состоянию на 1 января совокупная задолженность по двум нашим кредитам, то бишь я напомню, по железнодорожному кредиту и по субординированному кредиту, на 1 января составит 1 миллиард 567 миллионов рублей. Преимущественно все дотации, которые предусмотрены в республиканском бюджете, направлены на поддержку местных бюджетов, а также на финансирование заработной платы в бюджетной сфере, таких как сфера образования, здравоохранения и культура. Объем дотаций составит порядка 640 миллионов рублей. Впервые в 2018 году предусмотрено финансирование участия абхазской делегации в женевских дискуссиях. Вице-премьер Беслан Эшеб обратил внимание депутатов на цифры по инвестпрограмме, так как в 2018 году идет сокращение средств. Большое разъяснение хотел дать по цифрам инвестпрограммы, потому что звучало, наверное, на совещаниях, тоже идет сокращение в 2018 году. Значит, если вы помните, когда мы здесь с вами заседали, мы вам говорили про инвестпрограмму, она была в сумме 6 миллиардов 300 с небольшим 6 миллиардов 300 миллионов рублей. Они были разбиты на 3 года, 17, 18 и 19 год. Стал вопрос о компенсации финансовых средств за электропотребление, которое мы потребили в этом году в тяжелую зиму. Это надо было за это заплатить 550 миллионов рублей, что мы и сделали. Получая при этом результат инвестпрограммы в 1,5 миллиарда, значит, правительство рассмотрело этот вопрос и предприняло определенные действия для увеличения в этом году инвестиционной программы.
В результате мы получаем в этом году 2 миллиарда 585 миллионов рублей, а остаток суммы был перераспределен на следующие 18 и 19 годы. Вот поэтому получается суммарно мы в 2018 году как бы так выходит по цифрам, что сокращается, но она в итоге не сокращается, а смещается в сторону увеличения на те периоды вот сейчасшних, о которых было сказано. Такую работу мы планируем продолжить и в 2018 году. Будем предлагать российской стороне, это у нас есть такие предварительные договоренности, если мы будем успешно реализовывать инвестиционную программу, то у нас есть такая возможность перераспределить финансовые средства 2019 года на 2018 год. Ну, результат этой работы вы увидите, когда придет бюджет 2017 года с корректировкой. Председатель Комитета Народного собрания по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Наталья Смыр отметила, что комитет рекомендует принятие бюджета в первом чтении. Во втором чтении будут внесены дополнения и поправки, которые уже прорабатываются, подчеркнула она. Список, перечень уже предварительный есть, поэтому вот, так что заключение комитета, просьба поставить на голосование и в первом чтении принять данный законопроект. В итоге 27 голосами «за» и 3 «против» государственный бюджет республики на 2018 год был принят в первом чтении. Также в первом чтении депутаты приняли проекты законов о бюджетах пенсионного, дорожного фондов, фондов обязательного медицинского и социального страхования, фонда репатриации и государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Как сообщила пресс-секретарь главы государства Наала Авидзева, 21 декабря состоится пресс-конференция президента Абхазии Рауля Хаджимба. Как отмечается в сообщении, глава государства ответит на широкий круг вопросов, касающихся практически всех сфер жизнедеятельности республики. Сегодня, 12 декабря, в Российской Федерации отмечается День Конституции. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил президента России Владимира Путина с этим праздником. Каждый год этот день отмечается не только как день принятия основного закона страны, но и как достижение многонационального народа России на пути формирования современного правового демократического государства. Принятая 12 декабря 1993 года Конституция Российской Федерации стала базой для новой системы политических отношений, закрепила права, свободы и обязанности граждан России, отметил в частности в своем поздравлении Рауль Хаджимба. В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения выдающегося художника, живописца и сценографа Александра Ширвашидзе Чачба. В эти дни по инициативе Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия в Сухуме проходят праздничные мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения первого абхазского профессионального художника. Сегодня родных Александра Чачба, которые приехали в Абхазию для участия в юбилейных мероприятиях, принял президент Рауль Хаджимба, а затем состоялась юбилейная конференция, посвященная жизни и деятельности Александра Чачба. Наала Ковы расскажет все подробности. Выдающийся художник, график, живописец, геральдик, искусствовед и художественный критик Александр Чачба Ширвашидзе, будучи вдали от родины, никогда не терял с ней связь, отметил Рауль Хаджимба, приветствуя гостей. В 1918 году Александр Чачба Ширвашидзе впервые приезжает в Абхазию. Несмотря на недолгое пребывание на родине, ему удалось открыть детскую художественную школу, где он сам вел уроки рисования. Александр Чачба открыл театральную студию для молодежи при Сухумском театральном обществе. В качестве педагогов он приглашал известных театральных деятелей Николая Евреинова, Наталью Будковскую, Василия Каменского и других. Для нас очень важно сохранить эту связь, создать все возможности для того, чтобы будущие поколения, наше будущее поколение знали бы об этом великом человеке. Человек, который многое привнес в культуру Абхазии, в ее жизнь, для того, чтобы об Абхазии знали больше. Действительно, человек, прошедший очень сложный путь, но путь, который интересен и важен для абхазского народа. И я горжусь тем, что у нас есть возможность общаться с вами те, кто непосредственно кровью связан с этим человеком, и те, кто непосредственно содействует тому процессу, чтобы эта связь была бы непрерывной.
Внук Александра Чачба Демосфен Зайцев поблагодарил президента за теплый прием и за столь бережное отношение к памяти его знаменитого деда. Несмотря на то, что Александр прожил в Абхазии всего 2 года, все мысли художника были обращены к родине, о чем свидетельствуют его многочисленные записи в записных книжках и послания молодым абхазам, сказал Демосфен Зайцев. И после смерти Александр Чачба мечтал обрести покой на родине в Абхазии, и его мечта сбылась. У него там много записей, те, в которых он и думал о лице города Сухума, и о молодых посланиях к молодым абхазам. Он мечтал о том, как будут возрождены театр на воздухе, все, в общем, у него очень много записей. Вот Боча видел, знает, так что он не забывал. И в письме от Лифаря, знаменитого балетмейстера Сержа Лифаря, маме, он написал, что, как он называл его, князенька. Князенька так мечтал, чтобы его похоронили на родной земле. Демосфен Зайцев также выразил благодарность за памятник Александру Ширвашидзе Чачба, установленный в Сухуме, отметив, что это память всем поколениям. Он с сожалением сказал о том, что нет галереи, где хранились бы картины выдающегося художника, многие из которых уже требуют реставрации. Министр культуры Эльвира Арсаля поблагодарила за возможность провести ряд мероприятий, которые еще раз напомнят о масштабе личности Ширвашидзе Чачба. Ряд мероприятий, которые нам позволит еще раз вспомнить, что Ширвашидзе был великий абхаз, и это имя, через которое мы можем говорить со всем миром. Действительно, имя, которое рядом и с Бенуа, и с Головиным, и с Бакстом, его место заслуженно должно быть еще больше отмечено в истории. Но сегодняшняя конференция, я думаю, что будет очень интересная, на которую мы сейчас откроем через несколько часов, где участвуют наши искусствоведы, художники. И самое главное событие, конечно, это выставка. Нам эти мероприятия позволили оформить и вытащить более 100 его работ, и такой большой для нас масштабной выставки не было, наверное, последние лет 30, я так думаю, потому что последний раз такое было до войны. Министр культуры сообщила, что ряд мероприятий запланированы в России в 2018 году. В частности, пройдет День памяти Александра Чачба в Государственном театральном музее Санкт-Петербурга. Затем к могиле Александра Чачба в сквере Абхазского государственного музея были возложены цветы. Художник умер в Монако в возрасте 101 год и был похоронен в Ницце. По словам внука Александра Чачба, дед очень много думал об Абхазии и завещал быть преданным земле именно на родине. Спустя годы его воля была исполнена. Затем в 2013 году на его могиле был открыт памятник. На возложение помимо родных художника пришли министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия, ее заместитель Батал Кобахия, представители интеллигенции Абхазии, общественность, студенты. Мероприятие, приуроченное к празднованию 150-летия со дня рождения знаменитого художника Александра Ширвашидзе Чачба, продолжились конференции о его жизни и творчестве, на которой собрались ученые, художники, искусствоведы и студенты. Открывая встречу, министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия еще раз поприветствовала гостей, родных знаменитого художника, приехавших в Абхазию из России и Болгарии, и отметила бесценный вклад именитого художника в культуру сразу 3 стран. Удивительно то, что 50 лет он прожил в России, 50 лет во Франции, всего лишь год или 2 в Абхазии, но неудивительно, наверное, вполне закономерно, но хорошо то, что его душа, его голова, она всегда была обращена в сторону Родины. И ему было суждено работать в лучших театрах с такими именами, как Головин, Мейерхольд, Ивриинов, Бенуа. И, конечно, хочется, чтобы его имя также было заслуженно отмечено в истории, в мировой истории, потому что его наследие является частью мирового культурного наследия.
Художественное образование Александр Шервашидзе Чачба получил в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Как одаренный ученик продолжил учебу за границей. В Париже обучался в мастерских Кармона и Жюльена. Там же он становится членом русского артистического кружка «Монпарнас». Выставлялся в парижских салонах. Был избран членом Национального общества художников Франции. Об этом говорили участники конференции, отмечая заслуги первого профессионального абхазского художника. Приветствие от имени президента Абхазии Рауля Хаджимба зачитал советник главы государства Владимир Зантария. Уважаемые участники конференции, нет сомнения в том, что события, связанные со 150-летием со дня рождения выдающегося абхазского художника, живописца, сценографа, теоретика изобразительного искусства Александра Шервашидзе Чачба заметно обогатят уникальную летопись нашей культуры и ее неповторимую историю. Александр Шервашидзе был декоратором петербургских императорских театров. Художник принимал участие в создании более 40 спектаклей, среди которых «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Макбет», «Шекспира» и других. Его работы и реформаторский подход к декоративному искусству снискали ему в тот период широкую известность. На конференции были заслушаны доклады ученых, искусствоведов, историков, которые большую часть своей жизни посвятили исследованию творчества Шервашидзе. Александр Чачба принадлежит не только Абхазии, хотя он наш человек, он здесь не родился, но был душой и сердцем абхазец, потомок абхазских царей, Чачба и правнук Килишбея, внук, внучатый племянник Михаила. Важно понять, что не только фигура абхазского и даже российского масштаба, это фигура европейского и мирового масштаба. Таких людей у абхазов вообще-то очень мало. Это они есть, Искандеры, другие, Хиблаги, Змава, но все-таки Александр Чачба это первый такой абхаз, который стал всемирно известен. И продолжает, его слава продолжает развиваться. В продолжение мероприятий к празднованию 150-летия со дня рождения первого профессионального абхазского художника, организованных Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия республики, 13 декабря в Центральном выставочном зале Союза художников пройдет открытие выставки работ Александра Шервашидзе Чачба из фондов Государственной национальной картинной галереи Абхазии. На Лакове, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. В рамках конференции состоялась презентация книги Бочи Аджинджал «Художник Александр Чачба». Это уже второе дополненное издание на абхазском языке. Как отметил ее автор Боча Аджинджал, в книге отражены все периоды жизни известного художника – детство, учеба, творчество. Этой книгой занялся в 1966 году. Вот. Кроме этого, конечно, кое-что тоже делал, но в основном вообще этим занимался, потому что это очень сложно было в архивах работать. В Москве, в Ленинграде, в Киеве, в Тбилиси, в Ереване, значит, в Севастополе, Симферополе, везде, вот где он находился, везде. То, что я смог собрать, я издал книгу еще в 1985 году. Вот. А это сейчас исправлено, там добавлено все, что вышло. На абхазском языке в 1985 году я издал, а потом, значит, дал я в подарок нашим ученым, и нашему крупному ученому тоже дал Охоту Соломоновичу Гажба. Он как-то мне один раз позвонил домой и сказал: советую тебе сделать это на русский язык тоже. И он, когда сказал, я это серьезно воспринял и сделал. Все это было в нашем Абхазском институте гуманитарных исследований, где я работал. У меня дома немножко тесновато было, все мои документы, все это. Значит, там я хранил в основном в кабинете, и все, значит, и война началась, и все погибло. Русский вариант погиб. Но сейчас я опять делаю, но это очень сложно. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ о присвоении Луке Гаделия почетного звания «Заслуженный артист Республики Абхазия» за большой вклад в развитие музыкальной культуры нашей страны. За большой вклад в развитие народного искусства Абхазии почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» указом президента присвоено солистам вокально-инструментального ансамбля «Гунда» Диане Курикба, Фатиме Ханагуа и Шаризан Чамагуа. На учебном полигоне в Ишере на соревнования по стрельбе собрались особые бойцы, лучшие из лучших, элита подразделений Государственной службы охраны Абхазии. Мероприятие было приурочено ко дню образования органов государственной безопасности республики. На участке, оборудованном для стрельбы, сотрудники ГСО не только отрабатывают навыки, но и обмениваются опытом. Как убедилась Нисфа Аршба, на соревнованиях были продемонстрированы рекорды скорости стрельбы.
Упражнение номер 1 одновременно выполняют представители всех команд. Здесь главное не время, а точность попадания. За всем происходящим следят профессиональные судьи из числа спецподразделений. Их мнение не решающее. Результат стрельбы видим невооруженным глазом. Десятка одна. Есть. Девятка одна. Есть. Восьмерка одна. Есть. Семерка одна. Есть. Пятерки 4. 10 команд в составе сотрудников разных отделов Государственной службы охраны. В общей сложности более 50 человек собрались на учебном полигоне в селе Эшера. Попасть сюда на соревнования по стрельбе удалось лишь самым лучшим. Условного противника в виде бумажных и металлических мишеней нужно было поразить с максимальной точностью. Сделать это удалось практически всем. Хотя эти стрельбы имели соревновательный характер, участники к ним отнеслись в большей степени как к тренировке. Но уже ко второму упражнению появился азарт и желание стать лучшим на этом турнире. Максимально быстро нужно поразить 6 мишеней. Стрельба из стабильного оружия на время. Специальный датчик фиксирует момент начала стрельбы, а дальше все зависит от профессионализма участника. Усложнено задание металлической мишенью, сбить которую лучше всего с первого раза, что дает лишние баллы команде. Сегодняшние стрельбы – это подведение итогов подготовки личного состава, проверка уровня подготовки наших сотрудников, популяризация стрелкового спорта. И по результатам стрельб будут сделаны выводы по совершенствованию методических каких-то рекомендаций, по повышению уровня наших сотрудников в стрелковых видах спорта. Данное мероприятие приурочено к Дню образования органов госбезопасности, так как Государственная служба охраны является неотъемлемой частью общей системы безопасности нашего государства. Поэтому мы приурочили это мероприятие к этому дню. Соревнования вполне официальные, но лица крупно снимать нельзя. Как-никак перед нами самые эффективные в стране стрелки спецподразделений. Скорость выстрелов иногда запредельная, чуть более секунды. Для сотрудников специальных подразделений ГСО – обычное дело. Чтобы каждое задание этих стрелков было успешным и все они живые и невредимые возвращались в свои отряды и семьи, необходимы упорные тренировки. Практическая стрельба – это целая наука. Стрелять надо не только точно, но и быстро. Стрельбище – это из самых главных в нашей работе. И мы это делаем по возможности. И результаты сегодня показали, ребята неплохие. Но мы над собой должны работать. В личном первенстве лучшим стрелком соревнований признан Гудиса Джопуа. Непревзойденным лидером в командном зачете стала сборная Государственной службы охраны в составе Джопуа, Измайлов, Долгоруков. Они и забрали главный приз соревнований – кубок, который победителям вручил президент Рауль Хаджимба. Республики Абхазия. В плане результатов мы то, что хотели, то получили. Во-первых, мы точно знаем, кто теперь у нас вообще вне конкуренции. Знаем, кто нам составит конкуренцию на следующих соревнованиях. Знаем, какие соревнования мы следующие проведем. Мы не будем повторяться, все-таки жизнь, она такая штука. День на день не приходится, поэтому что-то еще придумаем. Радость от победы переполняет наши чувства, конечно. Подобные соревнования – это не только возможность проверить собственные силы и физическую подготовку. Это еще и отличная возможность оценить уровень профессиональной подготовки коллег и определить свое направление для дальнейшего развития в этом прикладном для спецподразделений виде деятельности. Соревнования завершились. Уже на следующий день их участники вернутся к своей привычной работе. Возьмут в руки боевое оружие, и над их головами незамеченной не пролетит даже муха. Нисфа Аршба, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Для знаменитых сухумских часов построят новую башню, внешне не отличающуюся от привычной, ставшей визитной карточкой столицы. О том, почему башня нуждается в замене, узнавали наши корреспонденты. Репортаж Ренаты Шакая.
Стильное историческое здание со остроконечным пиком на крыше башенки было построено более 100 лет назад, в 1914 году, табачным промышленником Стефаниди, и располагалась тогда там табачная фабрика «Мир». В 1921 году здание было передано Совпрофу Абхазии, а затем городскому совету депутатов. В 1950 году московскими властями Сухому в подарок были переданы куранты за чистоту города. В том же году их монтировали в башню здания администрации. Отсюда пошло название «Дом с часами». Сегодня, спустя много лет, предстоит полный демонтаж башни. Комиссия в октябре этого года была создана главой администрации с привлечением строителей, архитекторов, кабинета министров и охраны памятников. Решила комиссия кардинально решить вопрос. То есть обмерить башню, разобрать ее, снять механизмы, циферблаты и восстановить в том виде, в каком она есть, только из более прочных металлических конструкций. Разобрана вся внутренняя конструкция и обшивка башни. После тщательного обследования помещения специалисты пришли к выводу, что несущие балки тоже пришли в негодность. Механизм часов сейчас разобран и хранится в одном из помещений администрации. Сегодня, заглянув в сердце курантов, можно увидеть, что внутри пустота и прогнившие балки. Снаружи остался только корпус. Фактически здесь капитальные стены только наружные, вот по периметру. А остальное все вот такие конструкции. Мы специально их оголили для того, чтобы понять, на что опирать нам нашу башню будущую. Как вы видите, здесь вот проходят металлические швеллеры, балки, которые от одной стены идут до следующего ригеля. Расстояние 10 метров пролета. Это очень большое расстояние. Поэтому конструктор должен рассчитать, вычислить, для того, чтобы эта башня не просела. На данном этапе механизм часов демонтирован. Так как была угроза вообще обрушения, мы ждем проект, согласованный с Министерством культуры, после чего мы уже будем приступать к работам. С виду небольшие часы весят около 2 тонн. Именно эта нагрузка привела к тому, что башня дала крен. Если подняться на крышу, можно увидеть огромные трещины в корпусе башни. Да и сама кровля нуждается в замене. Вот если посмотреть на эту башню, на глаз видно, что вот эта сторона просела, вот там где трещина. И отсюда оседал механизмы всех часов. И с этой стороны подкладки делали для того, чтобы механизм выровнять, чтобы часы могли работать. Получается, вот этот весь участок крыши тоже надо заменить. Больше полувека прошло с тех пор, как каждые 15 минут в столице был слышен четвертной бой курантов Сухумского Биг Бена. Сейчас часы не работают, но уже в следующем году горожане и гости столицы услышат бой курантов. И выражение «встретимся под часами» вновь станет актуальным. Рената Шакай, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Проблемам пожарной безопасности была посвящена пресс-конференция, которая прошла в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Ее участники рассказали об основных причинах участившихся в последнее время пожаров, а также о профилактических мерах по их предотвращению. Более подробно расскажет Сария Смар. Только за последние 2 месяца в республике зафиксировано более 25 пожаров. Несколько частных домов сгорели дотла. Чаще всего причиной возгорания становится старая электропроводка. По словам сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, люди в первую очередь должны проявлять бдительность и не оставлять включенными электроприборы без присмотра. Это связано с тем, что практически в Абхазии, в городских условиях, везде, даже уже и в сельских условиях, отопление только электрическое. Вот. Поэтому употребляется много электроэнергии, а электропроводки порой десятилетиями не менялось, и при сильной нагрузке хозяин может это не заметить, и где-то очаг возгорания, и таких случаев очень много. Сложная ситуация сложилась особенно в селах Абхазии, так как там нет пожарных пунктов. Зачастую у сотрудников МЧС уходит много времени, чтобы добраться до места возгорания. На сегодняшний день в республике всего 9 пожарно-спасательных подразделений, по одному в каждом районе и по 2 в Гагарском и Сухумском. Пункты обеспечены всей необходимой техникой. Но этого недостаточно. По словам министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния, пока вопрос о создании пунктов пожарной безопасности в селах не стоит, так как у государства нет такой возможности. Вы знаете, на сегодняшний день открытие пожарных, там, допустим,
пунктов это нереально. Это связано с затратами, там должны быть люди, должны получать зарплату, определенная техника должна быть и так далее, и так далее. Мы говорим просто на сегодняшний день, каждый житель должен посмотреть у себя в доме, в каком состоянии находится электропроводка. Если в доме дети, надо их предупредить и говорить, как обращаться с огнем и так далее. Множество причин в случае пожара бывает, но в основном на сегодняшний день, с чем мы сталкиваемся, это вот электропроводка. В этом году количество пожаров по сравнению с прошлым увеличилось на 16%. За 2016 год по республике был 881 выезд по причине пожарной тревоги. К концу 2017 года уже 1034. Такая статистика не может не тревожить, говорят спасатели. Вот почему они часто проводят профилактические работы с населением. И мы хотели бы обратиться к населению, к нашим гражданам с просьбой обратить на это большое особое внимание, потому что лучше сегодня каждый у себя дома проверить электропроводку, обратиться там за помощью к главе села, района. Лучше обойтись пока наименьшими затратами, нежели, как, к великому сожалению, бывает, полностью сгорел дом, люди остались без крыши. Лицензирование организаций, занимающихся установкой систем пожаротушения, стало необходимым в связи с участившимися пожарами. Сегодня в Абхазии подобных организаций, которые не зарегистрированы в МЧС, множество. Более того, некоторые из них не имеют профессиональных навыков, и система, которую они устанавливают, часто выходит из строя. Теперь для получения разрешения на установку системы пожаротушения в местах большого скопления людей подобные организации будут проверяться на профпригодность. В Абхазии строится много серьезных объектов, и поэтому к этому вопросу очень надо осторожно и требовательно относиться. Там должен быть обязательно об образовании диплом, техническое образование должно быть. Они должны иметь все необходимые средства для выполнения тех или иных задач. И самое важное, что и в дальнейшем, после включения сигнализации и так далее, они должны вести дальше. Потому что сегодня одна организация коммерческая установила сигнализацию, они уехали, сигнализация, все в этой жизни ломается, портится, а потом приходится другим этим вопросом заниматься. Как было сообщено на пресс-конференции, в скором времени штрафы за несоблюдение правил пожарной безопасности будут увеличены до 12 тысяч рублей. Сария Смыр, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. Правительство Москвы реализует специализированный комплекс мероприятий с целью поддержки российских соотечественников за рубежом. В рамках программы сегодня в Доме Москвы в Сухуме прошла церемония передачи оргтехники средним школам Абхазии. В этом году были отобраны 3 школы республики: 2-я Чемчирская, 2-я Тхорчалская и 4-я Гагарская. Ранее, в период с 2012 по 2016 годы Дом Москвы осуществил поставку компьютерного оборудования 13 школам Абхазии. Всего в этом году закуплено 15 компьютеров, 3 лазерных принтера и 3 комплекта аудио и видеооборудования. Дом Москвы в Сухуме намерен продолжить помощь школам Абхазии и далее. Образование играет очень важную роль в развитии Республики Абхазия. И очень приятно, что в этой связи правительство Москвы также оказывает очень большую поддержку школам Абхазии для того, чтобы школы были обеспечены оргтехникой. И эту программу правительство Москвы ведет уже не 1 год. Сегодня этим 3 школам мы передаем компьютеры, принтеры, экраны и проекторы. Все то, что нужно им для нормального обеспечения учебного процесса. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 4-9, днем плюс 12-17 градусов. Температура морской воды плюс 13 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.